дела и слова, которые любит Аллах Всевышний. Правильно? То есть все, что мы говорим и делаем, которое любит Аллах Всевышний, это является поклонением. Но это является общим понятием поклонения и показывает широту, насколько поклонение оно обширное и охватывает все нашу жизнь охватывает. А суть поклонения – это что? Ифтихар. Вот именно ты показываешь свою нужду, беспомощность, слабость перед Аллахом Всевышним – это и есть суть поклонения. То есть поклонение Аллаху – это величие, а поклонение чему-то другому – это унижение. И поэтому в намазе, пускай ты много не делаешь, но если ты поймешь суть поклонения, ты встаешь перед Аллахом Аллаху Акбар и понимаешь, и у тебя Аллах видит в сердце, что настолько ты вот слабый, беспомощный, Аллах велик, ты показываешь перед Ним, вот ты готов перед Ним ниц пасть, поклоняться Ему, восхвалять Его, показываешь свою беспомощность в делах своих, признаешь, что ты настолько слабый и беспомощный, пускай ты только фарс намаза читаешь. Помните, бедуин один пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и говорит: я Расулуллах, расскажи мне о исламе. Бедуин. Он ему сказал, что указал ему фарс намазы, то есть фарды, и он сказал: клянусь Аллахом, я не прибавлю, не убавлю, только про фарды он сказал, и ушел. И пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: что? Хотите посмотреть на обитателя рая? Посмотрите на него. И поэтому, если мы даже не можем много что-то делать, выполняем только фарды, но понимаем суть поклонения, что мы во всех делах именно отдаемся, то есть доверяем Аллаху Всевышнему, показываем свое, что ничто мы не сможем сделать без Аллаха, в этом проявляется суть нашего поклонения. И поэтому в намазах, вот здесь вот мы должны именно целый день готовимся, стараемся, и в намазах стараемся это проявить. И пускай кто-то из вас заплачет, субханаллах, пускай не стесняется, один заплачет, второй заплачет, третий заплачет, именно вот проявит эту свою настолько слабость и бессилие перед Аллахом Всевышним, его величие, что у него это проявится, выразится, субханаллах. Поэтому, что касается еды, я хотел это как бы вот себе в первую очередь напомнить, постараться, что именно в Рамадан, особенно ифтары, постараться кушать по чуть-чуть, это намного нам поможет и в вторых намазах, и кто сможет еще дальше в поклонении. И возвращаясь к нашей теме, сура Аль-Фатиха. То есть сура Аль-Фатиха, «Ияка на'буду ва ияка наста'ин», и тебе мы одному поклоняемся, и тебя мы одного взываем о помощи. Как мы сказали, что мы приближаемся к Аллаху, восхваляем Его, и потом получается так, вроде поклонение это ифтихар, вроде униженность перед Аллахом, беспомощность, но Аллах так возвеличит, что мы говорим, что мы тебе поклоняемся, мы тебя просим о помощи. И вот здесь, казалось бы, мы тебе поклоняемся и тебя просим о помощи. Хотя просить о помощи это тоже является поклонением. Но Аллах Всевышний выделяет здесь, как бы частное из общего выделяется, указывая на то, что это вид поклонения особый, что тебе я поклоняюсь и тебя прошу о помощи. Даже вот это поклонение, чтобы поклониться, я прошу тебя о помощи и показываю свою беспомощность и бессилие. Не смогу я поклониться, не смогу ни один сажда сделать, не смогу ни один шаг в мечеть сделать без твоей помощи. Когда мы слышим азан, муаззин говорит: «Хайя аля салях». Мы что говорим? «Ла хауля ва ла куввата илля биллах». То есть мы говорим, муаззин говорит: спешите на молитву. Мы говорим: «Ла хауля ва ла куввата илля биллах». То есть, о Аллах, нет у нас силы и мощи. Нету силы, там, чтобы что-то сделать, прийти на эту молитву, оставить какие-то грехи и слабости только с твоей помощью. Ты тем самым подтверждаешь: о Аллах, я хочу прийти, но только с твоей помощью. Не смогу я сам прийти. Настолько я беспомощный. Опять говорит муаззин: спешите на молитву. Ты опять говоришь: «Ля хауля ва ля куввата илля биллах». О Аллах, не смогу я прийти, только с твоей помощью смогу прийти и оставить грехи. Аллах говорит: спешите на молитву. Мы опять повторяем эти слова, субханаллах, с этим смыслом. Аллах, и здесь я не смогу ничего сделать, только с помощью твоей. И вот здесь важный момент, тем самым мы признаем полную власть и величие Аллаха, и что только Аллаху нужно поклоняться. Как мы сказали, поклонение Аллаху – это величие. Несмотря на то, что мы в сажда уходим. Представляете, где бы мы ни были, где-то находимся в городе там, или еще что-то. Каждый из нас бывал на таких моментах, где среди людей, среди кого там стелишь, время намаза, читаешь намаз, люди ходят, ты вроде в сажде находишься, вроде, казалось бы, униженное состояние, но тебя внутри переполняет гордость, субханаллах. Ты вроде падаешь ниц, субханаллах. Люди все ходят, на тебя смотрят, но ты переполняешься гордо. Почему Аллах так возвеличивает тебя внутри? Поклонение Аллаху величия. А поклонение другим
это унижение, субханаллах. Тем самым мы подтверждаем, что в наших сердцах Аллах превыше наших дел, наших каких-то любимых вещей. Мы не поклоняемся ни деньгам, ни женщинам, ни другим вещам, только Аллаху Всевышнему. И вот здесь очень важный момент, из истории это мы тоже многократно видели, величайшие ученые, не буду говорить имена, но были величайшие ученые, которые входили чуть ли там не в пятерку умов исламской уммы. Когда они именно опирались на свой ум, думали, что они достигли особой степени, особого положения, что они через свой ум, через свой акль готовы познать Всевышнего, познать все, познать истину, доходило до того, что эти ученые настолько заблуждались, и они начали сомневаться, а существует ли Аллах вообще или нет. Как только они пытались на себя что-то взять, что они способны что-то сделать без помощи Аллаха Всевышнего, Аллах Всевышний оставлял, доверял им самим себе, и сразу же мгновенно они заблуждались. Есть дуа: «Я хайю я каюм би рахматика астагифу, аслих ли ша'ни кулляху, ва ля такилни ли нафси торфата айн». Это известная дуа: «О живой вечно сущий, приведи в порядок все мои дела и не доверяй душе моей ни на мгновение, ни на одно вот моргание ока, не доверяй мне душе моей ни на мгновение». Как только Аллах Всевышний доверит нас самим себе, мы сразу впадаем в грех, сразу уходим с дороги. Если мы понимаем: «О Аллах, не оставляй, пожалуйста, не доверяй меня». Есть же какие-то люди, ты кому-то боишься доверить, ты ему доверил какое-то дело, знаешь, все, провал будет этого дела. Ты этому человеку ничего не доверишь. Подобно нашей душе. И мы говорим: «О Аллах», пророк Мухаммад ﷺ это дуа делал, просил Аллаха, чтобы Аллах не доверил его душе своей ни на мгновение. И когда мы говорим «Ияка на'буду ва ияка наста'ин», мы вот эти смыслы вспоминаем. Мы вспоминаем свою слабость, беспомощность. И то, что даже эти вещи мы не сможем сделать без помощи Аллаха Всевышнего. И зачастую сердца наши связываются с тремя причинами. То есть есть три причины, которые сердце человека пытается связаться помимо Аллаха Всевышнего. То есть связывается, например, если мы что-то хотим и от кого-то хотим, мы знаем, либо это что-то или кто-то, оно чем-то владеет полностью. То есть здесь пример приводится, когда какой-то человек свое сердце связывает помимо Аллаха в тех вещах, которые может только Аллах Всевышний. Мы связываем либо сердца свои с тем, что кто-то чем-то владеет целиком, либо он является соучастником, либо он является помощником или заместителем того, кто владеет. И в этом мире так происходит. Либо мы к кому-то обращаемся за проблемами, либо он хозяин чего-то, либо он соучредитель, либо какой-то помощник. Почему, например, собственник или какой-то правитель слушает помощника? Почему он выполняет его просьбы? Потому что он нуждается в этом помощнике. Этот помощник решает его задачи и проблемы, поэтому он вынужден выполнять его просьбы. И сердце человека связывается с тремя этими вещами. Но посмотрите, Аллах Всевышний в Коране что говорит. В суре Саба, 22 аят, Аллах говорит: «Скажи, призовите тех, кого вы считали богами наряду с Аллахом». И Аллах перечисляет первую причину. Они не владеют даже мельчайшей частицей на небесах и на земле. Первое, Аллах разбивает этот стереотип и разбивает это привязанность, что Аллах говорит: все, кого вы призываете помимо Аллаха, Аллах всех называет, что никто из них не владеет даже пылинкой, даже маленькой пылинкой ни на небесах, ни на земле. Это первый момент. Затем Аллах говорит: и не являются совладельцами чего-либо на них. Они даже соучредителями, даже соучастниками от этой пылинки не являются, Аллах говорит. Мало того, они не владельцы даже пылинки никакой. Второй момент, они не являются соучастниками, совладельцами этого. Ничего этого нет. И потом Аллах говорит: и нет у него среди них помощников. И нет помощников, к кому можно обращаться, которые могли бы что-то у Аллаха попросить или что-то сделать. То есть тем самым мы подтверждаем, говорим: о Аллах, тебе одному поклоняемся, и тебя только одного просим о помощи. И вот эти смыслы вспоминаем и прогоняем. И показываем свою слабость и беспомощность, и показываем и проявляем истинную суть своего рабства, и проявляем истинную суть божества, которому мы поклоняемся. Это то, что хотелось бы сказать сегодня. Завтра, иншаллах, последние аяты сур Аль-Фатиха разберем, и потом уже перейдем к новой теме, будет цикл лекций, который уже, иншаллах, продолжим их до конца Рамадана. Поэтому просим Аллаха Всевышнего, чтобы Аллах Всевышний наполнил наши сердца вот этим чувством,
чтобы на самом деле мы ощущали свою именно сущность как рабов. И мы сказали, что рабы Аллаха – это величие, а рабы чего-то другого – это уже унижение. Просим Аллаха, чтобы Аллах облегчил нам поклонение, принял наши дела и помог нам на ифтар много не кушать. Аллаху амин.